Тарифы на тепло- и электроэнергию для жителей республики должны быть доступны, а все услуги качественными. Это поручение главы Коми Тарифному комитету региона. В Коми действует сбалансированный подход при рассмотрении стоимости коммунальных услуг. Надо отметить, что в республике за последние 1,5 года стоимость услуг не поднималась вовсе. Правительство Коми возмещает ресурсоснабжающим организациям расходы, чтобы снизить нагрузку для сельчан. Сегодня председатель комитета по тарифам Анна Тюрнина ответила на вопросы журналистов. Такие встречи проводятся по поручению главы Коми. Татьяна Супряткина продолжит. Баланс интересов потребителей и поставщиков ресурсов. Такая задача поставлена перед Комитетом по тарифам республики. В ведомстве ведут долгую и кропотливую работу, прежде чем установить новые тарифы. Они не должны бить по карману потребителей, но и ресурсоснабжающие компании не могут работать в убыток. А потому каждая цифра изучается досконально. За этим жестко следит и антимонопольный комитет. У нас в Республике Коми для отдельных предприятий осуществлена будет на 2024 год с июля месяца и заморозка тарифов, и есть тарифы, которые растут существенно ниже. Для кого же произойдет рост на 13,5%? В первую очередь это те предприятия, которые реализуют инвестиционные программы на территории Республики Коми, и тарифы которых ниже 3000 рублей за тепловую энергию. Вот для этих предприятий у нас и планируется рост в размере 13,5% за тепловую энергию. С 1 июля индексируются тарифы на теплоэнергию. К слову, тарифы не менялись последние 1,5 года, а затраты за этот период выросли существенно. Подорожали топливо, стоимость ремонтных работ. Увеличился и минимальный размер оплаты труда. Однако для большинства сельских жителей увеличение этих затрат не отразится на тарифы на тепловую энергию. Тарифы в сельских населенных пунктах всегда выше, чем в городе. Это обусловлено в том числе как увеличением транспортных затрат на доставку топлива, так и большими потерями при передаче энергии. Чтобы сбалансировать цены, правительство региона ежегодно возмещает ресурсным компаниям расходы на применение льготных тарифов. Только в прошлом году выплаты составили 5 миллиардов рублей. В этом году затраты на возмещение льготных цен и тарифов планируются в размере 7 миллиардов. Большая часть сельских жителей, они будут оплачивать коммунальную услугу теплоснабжения по тем тарифам, по которым оплачивали ее еще и 3 года назад. То есть по 3778 рублей 18 копеек. И это затронет в основном сельские наши населенные пункты. Ну и для некоторых потребителей даже тариф будет ниже. Анна Тюрнина отдельно пояснила и вопрос, который волнует многих телезрителей. Почему собственникам жилья плата за вывоз мусора начисляется в кубах, а на полигоне фиксируется в тоннах? Мы с 2024 года приступаем к новым замерам нормативов накопления коммунальных отходов. По итогам этих замеров мы, конечно же, будем корректировать утвержденные нормативы накопления твердых коммунальных отходов. И действующий Минпа предусматривается возможность утверждения и в кубах, и в тоннах. Поэтому, конечно же, тот объем, который мы, измерим физически линейками, далее везется на полигон, и на полигоне он будет взвешиваться, и это нам позволит уже в дальнейшем подходить к установлению нормативов, в том числе и в тоннах. Отдельно на встрече остановились и на тарифах за проезд на городских маршрутах. К примеру, в Сыктывкаре цены не повышались 2,5 года, а бензин и техническое обслуживание автопарка дорожают регулярно. Водителям нужно повышать зарплату. Комавтотранс обратился в комитет по тарифам с заявкой на повышение услуг. Желание автоперевозчика при безналичном способе оплаты – 32 рубля, при наличном – 35 рублей. Сейчас более 90% поездок в транспорте пассажиры оплачивают безналичным способом. Кстати, в соседних Архангельской и Мурманской областях проезд уже стоит 40 рублей. Татьяна Супряткина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.